Всемирная организация здравоохранения. Мир стоит на пороге второй волны пандемии. В Исфарии милиционер избил пожилого местного жителя. Таджикистан. Народно-демократическая партия Таджикистана принуждает подписаться на партийные издания. Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Как пишет «Коммерсант», он напомнил, что 18 июня в ВОЗ поступили данные о более 150 тысячах новых случаев инфекции. Почти половина из этих случаев из Северной и Южной Америки. Также о большом числе заболевших сообщили из Южной Азии и Ближнего Востока. Мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии. Коронавирус все еще распространяется быстро. Он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы к нему, сказал Гебрейесус. По данным Американского университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 8,5 миллиона случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в США – 2,1 миллиона, Бразилии – 978 тысяч и России – 568 тысяч. А в странах Центральной Азии также не совсем благоприятная ситуация, если учесть неразвитую систему здравоохранения. Всего в мире погибли почти 455 тысяч человек, выздоровели почти 4,2 миллиона пациентов с коронавирусом. Международные эксперты предупреждают о второй разрушительной волне мировой пандемии. We will overcome this pandemic and be better prepared for the crisis of the future. В Исфаре на севере Таджикистана сотрудник милиции оскорбил и избил 61-летнего жителя Джамаата Варух Исламбека Ахмедова. Инцидент произошел вечером 11 июня на санитарном посту при входе в Джамаат Варух. Видео избиения жителей опубликовал сайт Ахбор. 61-летний местный житель рассказал журналистам о случившемся. У нас с гаишником возник спор. В это время почему-то подошел сотрудник отделения милиции Варуха, Шерзот Пирзада, и начал оскорблять меня бранными словами. Я не стерпел и ответил ему тем же. Тогда милиционер ударил меня в ногу и лицо. Моя супруга, которая в это время возвращалась с пастбища, увидев эту сцену, попыталась успокоить милиционера, но получила удар в область груди, рассказал Ислом Ахмедов. Видео вызвало бурю негодования в таджикском сегменте соцсетей. Согласно предварительной информации, если будет доказана вина сотрудника милиции, то виновного просто уволят из органов власти, но не более того. Местные ячейки правящей Народно-демократической партии Таджикистана, НДПТ, в городе Истаравшан на севере страны принуждают работников бюджетных учреждений подписаться на издание правящей партии. Так исполнительный комитет НДПТ по городу Истаравшан разослал во все предприятия и учреждения официальное письмо, предписывающее обязательную подписку на определенное количество экземпляров изданий правящей партии. Источник новостного портала Ахбор.ком, руководитель одного из предприятий города, высказал возмущение происходящим. На днях представители НДПТ зашли к нам с этим письмом и уже утвержденным планом. Наше учреждение, где работает всего 12 человек, должно обеспечить подписку на 15 экземпляров Минбари Халк, 15 экземпляров Сухани Халк и 25 экземпляров Авкори Халк. Это будет примерно 3500 самани, то есть почти по 300 самани на каждого работника. НДПТ утверждает, что всегда шагает наравне с народом. Тогда зачем нужно было в это непростое время навалить на бедный народ тяжелую ношу подписки на свои издания, заявил он. А в свою очередь, лидер НДПТ в Истаравшане Камил Мирзоев пригрозил руководителям предприятий, что отказ от подписки будет восприниматься как отказ в поддержке политики президента Эмомали Рахмона, и органы безопасности будут предпринимать меры в отношении отказавшихся. Камил Мирзоев прямо заявил, что невыполнение плана по подписке будет восприниматься как неприятие политики президента Эмомали Рахмона, и отказавшихся привлекут к ответственности. Высказывает негодование жители Старавшана.
و нақша و барномаҳои воқеии худ Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда работники бюджетных организаций в Таджикистане жалуются на обязательную подписку на государственные издания и издания правящей партии. Учителей, врачей и других бюджетников каждый год заставляют тратить от 200 до 500 самани на подписку на совершенно ненужные им издания. دوستان و شما معلوم است که یگان حزب موافق قابل عمل نیست و یا حزب کیسگیان و یا حزب حاکم است.